Но здесь же о 1 миллионе долларов. Вы перефразировали опять же мою фразу. Вы минимально спросили и максимально. Здесь речь идет о 100 миллионов долларов, если взять. И большей сумме идет речь. Поэтому мы предлагаем этот закон принять, чтобы хотя бы инвестиционно привлекательным его сделать Иссык-Куль. От того, что мы будем сейчас сидеть и говорить, что мы сами будем строить, мы сами будем Иссык-Куль развивать, мы то же самое будем через 50 лет иметь. Если будет такой подход, через 100 лет тоже не будем развивать. Какой подход? Вот такой вот, через распродажу. Через 100 лет там нечего будет распродавать. Там все будет испорчено. И вода будет испорчена, и воздух, и леса. Подождите, мы что сейчас распродаем? Ожандыктан, вы знаете... Султан Абдрашидович, давайте вот, каждый при своем мнении останемся, но я думаю, вы сейчас просто и народ, и всех вводите в заблуждение. Нет, это вы вводите в заблуждение. Я открыто, ясно говорю, что мы землю не продаем. Это мы, вы наоборот, вводите даем в заблуждение. Возможность построить на этой земле. Бирок келіп не, уж здание асымжак алып кетіп қалады. Жерімізді алып кетіп қалады бір жаққа. Нет, потому что мы будем бояться сейчас, что все они испортят, все они сделают. Мы что здесь, десятки миллионов туристов встречаем, что ли? Извините, мы каждый год на Иссык-Куле на сегодняшний день от 1 миллиона до 2 миллионов туристов встречаем. И что, испортили весь Иссык-Куль? Конечно. Зачем вы заблуждение вводите? Она портится, северный берег вообще непригодный, например, на сегодняшний день. Кто сказал? Там невозможно. Кто сказал? У вас есть анализы, что это непригодно? Зачем вот так говорить? А зачем анализ? Я сам езжу, купаюсь там. Я тоже там езжу. Я там сам купаюсь и вижу, какая там вода. Какая вода? Я против этого закона и призываю вас голосовать против этого закона. Потому что нам нужно совершенно по другому пути, по другой концепции развиваться, если мы хотим туризм развивать и все прочее остальное. Нужно совершенно другие вещи. Мы поддержим. Другое дело, что для этого нужно более компетентные кадры, более научный подход. Да, это тяжелее. Но это долгосрочнее и надежнее, чем вот так вот брать и распродавать все наши трудовые, ресурсы. Опять же, я вас попрошу. Вы просто распродаете. И этим законом мы способствуем распродаже наших природных ресурсов. Никаких распродаж нет. Что тогда весь мир идет распродажа? Все свои. И я против этого. Вы, если против, вы только в заблуждение народ не вводите словом распродажа. Это вы вводите в заблуждение тем, что вы какие-то там, вы четко не можете даже сформулировать, что такое привлекательность инвестиционная. И этим самым вы в заблуждение вводите, что вы будете привлекать, инвестиционно привлекательность повышать, климат повышать. Это все как раз заблуждение вводите в наше общество. Вы в этом не понимаю, да, что-то не договорил, может быть, да, вы очень хорошо понимаете. Но давайте не будем сравнивать экономику Узбекистана. Идем по этому пути. 30 лет разваливали всю страну, и в том числе вы работали губернатором тогда, не я. Вы этого хотели услышать? Я как раз... Все разваливали, 30 лет разваливали. Сегодня мы хотим хотя бы деньгами инвестиционными. Вон, заводы строятся сейчас, вводят. Что вы хотите, за 2 дня это все построить? Давайте мы поправим. Бахыт Усенович, послушайте меня внимательно. Не буду я вас слушать. Когда я был... В народ только в заблуждении. Когда я был губернатором... Набрались этих слов, распродажи и тому подобное. Когда я был губернатором, вы пешком под стол ходили. Когда вы губернатором были, я открывал в Баткене аэропорт, если вы не помните. Я эту на ноги поставил. А как вы аэропорт управляете, хорошо знаю. И как вы сейчас, авиакомпания сейчас делает, как делаете деньги. И нечего здесь в заблуждение вводить все общество. Вы в заблуждение занимаетесь. Это вы занимаетесь словоблудием. Она беззаконно. Не можете даже дать определение, что такое привлекательность климата. Умница, берет определение. Начитались этих фраз. О чем? А больше что голубать. Вот именно, читать надо. И к сожалению, вы ничего не читаете. Мы создаем бизнес. Базар на коммерческом уровне. Вот что такое. На уровне
коммерческого, базарного коммерсанта. Султанбай Адашевич, урматтуу Надо на коллегалар. личность переходить. Коллегалар. Давайте. Именно, не надо переходить до личности. А что сделано в Баткенской области за это время, вы хорошо посмотрите. Я знаю. Вы вообще Я знаю. понятия не имеете, что такое Баткен. И еще тут будете рассуждать о моей работе. Вы посмотрите, что мною сделано за 4 года, пока я был губернатором. Султанбай Адашевич. Я Баткенский. эту область вытащил из дерьма, в отличие от вас. А вы только бабки делаете. Мы бизнесом занимаемся. Занимались, по крайней мере. Урматтуу коллегалар. Биз эми мыйзамдуу долбоорун карап атабыз. Мен шақырып кетем, қарсы беріш керек. Бұл вообще керегі жоқ мизам бізге.